Всего несколько месяцев назад на этом месте располагалось царство лягушек, настоящее болото. Зловонный запах стоял на всю округу. Сейчас на этой площади новый грунт, который не просто утрамбовывают. Здесь предусмотрена целая дренажная система для отвода воды. При снятии чернозема рабочие обнаружили большой пласт слабого грунта, ил, грязь и донные осадки. Дорожникам пришлось изрядно потрудиться, прежде чем приступить к самому главному – снять верхний слой, провести лабораторное исследование. Работу по этому участку мы начали 20 декабря прошлого года. Первые единицы техники зашли на снятие растительного слоя. Работы продолжаются, трудностей здесь у нас не возникают, потому что техника нам позволяет весь комплекс работ производить в сроки и с необходимым качеством. Площадь перемен около 40 тысяч квадратных метров. Полоса отвода предварительно полностью зачищена. Чтобы грунтовые воды не помешали планам строителей, решили провести целую дренажную систему. Для этого используются полиэтиленовые трубы, благодаря чему вода будет вначале поступать в временные кюветы, а после и в реку Сунжа. Основной ствол дренажной системы у нас устраивается из гофрированных перфорированных труб диаметром 200 мм, покрытые в чулках из геотексильного материала. Диаметр 100 мм у нас используется на промежуточных отводах, которые будут отводить также воду с дренажа в кювет. Более 50 единиц тяжелой техники и свыше 20 специалистов-дорожников делают все, чтобы этот участок в Барсуки, как и вся реконструируемая трасса Кавказ, служила не на годы, а на века. Грунтовые воды, которые стекаются из близлежащих сел, здесь перехватили, проложив водоотвод. Дорожники просчитали все малейшие детали, чтобы в будущем проблем не возникало. После завершения устройства дренажного слоя, вся поверхность его под подошвой земляного полотна будет закрываться геотекстилем Дарнит-2. Он, препятствует вымыванию частиц грунта водой при повышении уровня грунтовых вод. Торцы, полотна между собой будут крепиться металлическими костылями, потому что полотна укладываются у нас внахлёст. И, торцы, которые будут проходить у нас, торцы этого слоя будут закрываться у нас георешеткой пластиковой, чтобы она держала стенку. Данный материал, он позволит нам использовать обычный грунт для возведения земляного полотна, чтобы его не размывала вода при поднятии уровня грунтовых вод. Потому что мы находимся в пойме реки, потому что все может быть, поэтому мы не это принятое решение. Я считаю, что это правильно, чтобы дорога служила долгие годы. Совсем скоро вместо грунта здесь будут простираться километры нового асфальтового покрытия. Сейчас рабочие занимаются уплотнением. Им предстоит еще убрать оставшуюся насыпь. Уровень обочин необходимо поднять и приравнять к дороге. Недалеко от участка будет располагаться и разворотная петля. Мы находимся сейчас вот в этом месте, в районе пикета 112+50. Как раз вот здесь. Мы находимся на участке укладки основного коллектора дренажа. А здесь у нас развязка будет, да? Да, здесь у нас так называемая разворотная петля для разворота транспортных средств, которые, если мы едем со стороны Магаса, мы можем развернуться в обратную сторону, либо едем со стороны Грозного, также для разворота в обратную сторону. Также по проекту предусмотрен внутренний проезд, чтобы люди смогли попасть в зоны придорожных сервисов. Все работы на этом участке должны быть завершены к концу месяца. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.